Улица Оздоева, 15. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны Саварбек Томов, единственный труженик тыла, который был ранен в 40-х годах. Ему 93-й год, но он в полном здравии и приветствует гостей, главу и сотрудников Назрановской администрации. Они прибыли не с пустыми руками. Саварбек Османович в 15-летнем возрасте был удостоен медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Помимо этой, на груди красуется огромное количество наград. В глазах тяжелый опыт пройденных испытаний, которые, очевидно, закалили старца. Там, в Казахстане, в 40-х годах совсем еще юный Саварбек удивлялся отечественников стойкостью, мужеством и героизмом. Ezrets gora dir çıkıtı taysta. Ezret. Kedon taysa. Gora duvar ördün sazır patsan ise tayt şitçiyen var. Ta gora duvar şu gori halş galış. Teş bu şust bu. Лабагрик, он кахокушуа. Тот день, когда вся отчизна мобилизовалась перед фашистским захватчиком, он помнит как сегодня, причем до мельчайших подробностей. В 41 году Том был Тканян воши, нянвеши сесеги, цунвеши сесеги, гаттелох шмери халвордаш, сагордаш, цувордаш, цубрудох ждартко. Том хайн дид кола дидес. Збурут хона از کد با ما میشه هز مرادی و شما میشه سوان سکت بالر هزیوی یه کلچک است موت میشه ادم در لاتش делаешь. Кола дивор. Сталин выступает. Том был бомбе. Отдав самое дорогое победе, он вернулся живым и продолжает мирную жизнь вместе с нами, благодарными потомками. Ветеран рассказал, как он ухаживает за пасекой, держит пчел, в свои годы водит машину. دال هر در نیخم ده سدال حقلاش کنه اساسم کنه یادی آواز. Мы попросили супругу показать нам старый фотоальбом в надежде найти армейские снимки ветерана. На одной из страниц был запечатлен высокий мужчина. Как выяснилось, это ее отец Аюб Пугоев, ветеран Великой Отечественной войны. Ушел на фронт в 40-х, сражался и погиб, защищая родину от фашистских захватчиков. Он работал в Ейске. Их было, в общем, две сестры и два брата. Он был самый старший. Отец у него погиб. Еще, я не знаю, когда это было. Я не знаю вообще ничего, кроме того, что он работал в Ейске, был летчиком. Там военный летчик, по-моему. В 41-м его забрали. Короче, он уехал, ушел на войну. И все. И больше ничего я о нем не знаю. Потому что я воспитывалась у матери одна. Вот так, навестив одного ветерана, мы случайно узнали судьбу другого нашего земляка, героически отдавшего жизнь ради победы. Одни обеспечивали тыл, другие отбрасывали врага назад. Они – воплощение мужества и единства, оставшие примером для поколений на века. И сегодня, и завтра, все эти дни у нас будут мероприятия, посвященные именно 9 мая. И по поручению главы республики, как и каждый год, мы посещаем наших ветеранов-тыловиков. Вот сегодня были у Медарова, посмотрели, как он себя чувствует, поздравили его. И вот приехали к Тому Саварбеку, тоже этот наш тыловик. Но на сегодняшний день он, как он говорит, он и за рулем, и ульи держит в хорошем здравии. Так что боевой дух у него по сегодняшний день сохранился. Конечно, поздравили всех, поговорили и насчет вот тех трагических событий, которые они пережили, и злободневность сегодняшней ситуации, справились о их здоровье. Сказали, что любая помощь, которая может от нас понадобиться, конечно, мы ее по поручению главы республики мы ее обеспечим. Назрань полна героями, как и благодарными потомками, а значит, это не последний за сегодня визит к семьям ветеранов, сотрудников мэрии. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.